чествование великого ингушского зятя Кайсына Кулиева, которому посмертно вручили орден Ингушетии, главный орден Ингушетии, Мурат Магомедович своим указом и вручил внуку Кайсына Кулиева, тоже Кайсыну Кулиеву, в Москве, в главном зале. Здесь вот Магазинская улица, кстати. Здесь мои друзья, мои родственники, близкие. Здесь Арчаков Адам Магомед Баширович, мы с ним в 1984 году в советской армии служили вместе. Здесь Евлоевы, Мальсаговы, Аушевы, кого только нету, с кем учился, с кем дружил, с кем служил. И также каждый из нас может сказать. Наши рода по 1000 лет, нашим родам. Древняя и вечно молодая Ингушетия, в вашем лице, Мурат Магомедович, я призываю всех объединиться. Это сила, такой руководитель на юге России. Я искренне хочу сказать, Мурат Магомедович, 6000 человек в главном зале России, в Государственном Кремлевском дворце 3 ноября, это все заново для себя открыли Ингушетию. Полюбили народ Ингушетии. Вы от души по-настоящему, по-государственному поздравили наших деятелей культуры. Спасибо вам большое. Это ваш фильм. Я, честно говоря, испытал сегодня такие чувства. Мне было настолько гордо слышать, когда награждали сегодня наших врачей, работников культуры, искусства, журналистов, историков, учителей. И параллельно с ними не забыли. Назвали несколько имен людей, составляющих, в общем-то, гордость нашего народа, которых уже нет в живых. Там были среди них и революционеры, там были среди них и спортсмены, тот же Берди Улоев, которого сегодня посмертно, так сказать, наградили. Это, по сути дела, мы сегодня, может быть, если над этим задумаемся, мы сегодня проходим этап осознания себя. Себя как нации, себя как народа в рамках истории. Кто-то может там сказать, что вот как много награжденных, там чуть ли не группами целыми и так далее. Так это же не додали когда-то этим же людям награды. Что такое награда? Это не только медаль или орден, который ему вешают. Это признание его заслуг. И если власть признает эти заслуги за человеком, значит, она признает его своим гражданином, членом общества своего, как опора, на которой это государство зиждется. Сегодня среди награжденных был еще и мой товарищ, наш олимпийский чемпион Исраил Арсамаков. Он у нас один. Больше того, он вообще был первый среди войнахов олимпийский чемпион, по крайней мере, как мы начали в них участвовать. И вот сегодня власть официально признала его заслуги перед народом. Эту награду я, в общем-то, даже где-то так почувствовал, что она и моя. Его успехи, они мои. И если будет все, что мы в этой жизни видим, лучшее происходить с нами, с нашей республикой, это же нам только плюс. Мы должны жить красиво, мы должны жить умно, тем более, что мы можем так жить.